Привет, друзья! С вами я, Михаил Серкелей. Сегодня мы выходим с внеочередным выпуском Nocta Live. Мы решили, что важно прокомментировать ситуацию, которая сложилась на данный момент в Гагаузии вокруг формирования исполнительного комитета. Мы это делаем накануне заседания Народного собрания, запланированного на завтра, 4 августа, на котором будет рассматриваться вопрос утверждения исполкома, предложенного Илоном Шором. Судя по всему, завтра будет очень жарко и будет продолжаться давление на депутатов Народного собрания. Поэтому мы хотим резюмировать то, что происходило в течение недели, и воспользоваться этим случаем для обращения к депутатам. От их решения завтра зависит судьба Гагаузии. Я это говорю не ради красного словца, а потому что это действительно так. И потому что над Гагаузией нависла серьезная и реальная угроза. На прошлой неделе ситуация вокруг утверждения исполнительного комитета выглядела как «милые бронятся, только тешатся». Напомним, что в четверг Шор вместо Гуцул представил свой исполнительный комитет, а уже в пятницу, на следующий день, хотел, чтобы этот состав утвердило Народное собрание в нарушение всех законных процедур и практик, существующих в Гагаузии. Народное собрание отказалось включать в повестку дня этот вопрос как дополнительный и, в принципе, не могло этого сделать, потому что перед тем, как утвердить исполком, необходимо провести ряд важных процедур. Никогда в Гагаузии исполком не утверждался за ночь. Процесс формирования и утверждения исполкома занимал от недель до месяцев. В момент заседания Народного собрания в прошлую пятницу Шор свез свои массы в Камрад и попытался оказать давление на депутатов и принудить их утвердить его исполком. Вялая реакция депутатов на нарушение процедур представления исполкома, попытки оказать давление на Народное собрание и оскорбления в адрес депутатов со стороны шоровских масс создавало впечатление, что депутаты с Шором играют в ролевые игры и разыгрывают для нас пьесу, где они выступают в роли защитников Гагаузии. Но в течение недели события стали развиваться стремительно, и градус риторики стал повышаться с обеих сторон. Мы до сих пор не исключаем, что это игра, или торг, но поведение Шора и его планы в отношении Гагаузии, которых он не скрывает, с нашей точки зрения вынуждает Народное собрание предпринимать действия не только по блокированию попыток Шора укрепиться в Гагаузии, но и наоборот, вытеснить его из политического пространства автономии. Сейчас Шор пока еще не закрепился в Гагаузии. Контроль над креслом Башкана ему не позволяет полноценно управлять Гагаузией и получить доступ к административным, политическим, финансовым и экономическим ресурсам Гагаузии. Для этого ему нужен легитимный исполком, утвержденный Народным собранием. Причем для начала своего закрепления ему нужен не весь исполком, а хотя бы 50% утвержденных членов. Это откроет Шору путь для того, чтобы подмять под себя все примарии в дальнейшем на следующих выборах и открывает ему возможность для смены состава Народного собрания. У депутатов Народного собрания есть единственный шанс не дать Шору этого сделать. И этим шансом они могут воспользоваться только сейчас, во время процедуры утверждения исполкома. Какие есть аргументы у депутатов для неутверждения исполкома Шора? Главный аргумент состоит в том, что это исполком Шора, потому что его представил Шор, а не Гуцул, занявшая кресло Башкана. Шор никакого отношения к Гагаузии не имеет, у него нет официальной должности и он не является главой Гагаузии. Соответственно, он не имеет никакого законного права представлять претендентов на должность в исполнительный комитет Гагаузии. Это может и должен делать только человек, избранный на должность Башкана. Если человек, избранный на должность Башкана, позволяет третьему лицу брать на себя функцию главы автономии, то этот человек должен либо добровольно подать в отставку, а если он этого не делает, ему должны объявить импичмент. Функции Башкана не могут передаваться никому. В Гагаузии нет должности заместителя Башкана, есть должность заместителя председателя исполкома Гагаузии, которому Башкан может передавать часть своих функций в случае своего отсутствия или болезни. Поскольку исполком не утвержден и должность заместителя председателя исполкома никто не занимает, она вакантна, Гуцул не может никому передать обязанности Башкана, тем более беглому преступнику, осужденному на 15 лет за кражу миллиарда из национальных резервов страны. Но именно это и произошло в прошлый четверг. Это самый главный аргумент, но кроме него есть еще один. Состав исполкома был представлен до утверждения его структуры, что является нарушением процедуры.
По процедуре сначала утверждается структура исполкома и его количественный состав, а потом под утвержденную Народным собранием Гагаузии структуру и численный состав предлагаются кандидаты. В данном случае все произошло с точностью наоборот. Сначала был представлен персональный состав исполкома Шора, где число членов исполкома было увеличено на 1 единицу. Эта единица предусмотрена для 3-го заместителя Башкана. И несмотря на все это, на нарушение процедуры представления и формирования исполкома, Шор хотел, чтобы исполком утвердил этот состав за ночь. Этим Шор явно показал, что он плюет на гагаузские законы и политические традиции и не будет считаться ни с кем и ни с чем в Гагаузии. Особенно показательным было отношение Шора и людей, предложенных им в исполком, а также купленных Шором депутатов Народного собрания к гагаузскому языку, знание которого обязательно для членов исполнительного комитета. Чтобы в Гагаузии не питали лишних иллюзий, Шор записал видео, в котором сказал, что никто не будет ему диктовать, как ему утверждать членов исполкома, и упрекнул депутатов, сказав им, что они не смеют открывать рот по поводу гагаузского языка, потому что сами его не знают. Давайте посмотрим. Но когда я слышу голоса некоторых народных избранников о том, что члены исполкома не знают гагаузский язык, так, уважаемые друзья, большая часть депутатов Народного собрания Гагаузии тоже не знает гагаузский язык. Но при этом вам это не мешает быть депутатами и при этом позволять себе открыть свой рот о незнании языка членами исполкома. Вы не будете меня учить, кто будет представлять исполком и как будет представлять исполком. Народ поверил Евгении Гуцул, мне и всей моей команде. И поэтому как нам быть, это наше дело. Тут важно проговорить ситуацию, связанную с гагаузским языком и требованиями законодательства к членам исполкома знать гагаузский язык. Мы все прекрасно знаем и понимаем, что отношение к гагаузскому языку у подавляющего большинства гагаузских политиков, властей Гагаузии и гагаузского сообщества в целом никогда не было на должном уровне. На нем говорить не хотели, делопроизводство никогда не вели, но ситуация заставляла прописывать в законодательстве Гагаузии требования знать гагаузский язык для членов исполнительного комитета и Башкана. Эти требования, к слову сказать, были введены совсем недавно и даже встречали сопротивление при утверждении. Но в общем и целом было понимание, что нужно обеспечивать защиту гагаузскому языку, и никто из руководства Гагаузии не смел этому противиться, во всяком случае открыто. Та же Ирина Влах пыталась обставить все так, что члены ее исполкома знают гагаузский язык, хотя лингвистическую комиссию они не всегда проходили публично. Но с приходом Шора мы впервые имеем ситуацию, когда власть в Гагаузии берет человек, который не видит ценности в сохранении и развитии гагаузского языка и заявляет об этом публично. Это качественно новая ситуация, когда люди, взявшие власть в Гагаузии, даже не пытаются играть в игры под названием «сохранение и развитие гагаузского языка». Следует напомнить, что существование Гагаузии обусловлено сохранением и развитием гагаузского языка. Это первостепенная цель существования гагаузской автономии. Сейчас, когда власть Гагаузии взял человек, который не видит ценности в сохранении и развитии гагаузского языка и заявляет об этом публично, все более актуальным становится вопрос, а зачем нужна гагаузская автономия, если власти автономии не считают необходимым изучать и говорить на гагаузском языке, не говоря уже о том, что эти люди являются частью организованной преступной группы. В этих условиях гагаузская автономия не просто лишается смысла своего существования, которое состоит в сохранении и развитии гагаузского языка и культуры, но и становится опасной для страны, превращаясь в вотчину организованной преступной группы. Важно обратить внимание еще на одну вещь из выступления Илона Шора. Разозлившись на депутатов из-за гагаузского языка, он, с моей точки зрения, высказал то, что он реально думает о Гагаузии. Давайте посмотрим. Мы дали людям слово изменить жизнь к лучшему. Я свое слово сдержу. Вы 30 лет возитесь в грязи и только подворовываете, подворовываете и подворовываете. И когда пришли мы построить светлое будущее для народа, вы гадите. Я, конечно, понимаю, что Гагаузия — это не Тель-Авив, и здесь нет вилл за
3,5 тысячи евро в сутки, где мог бы жить Илон Шор. После отсидки 15 лет, конечно. Но благодаря помощи партнеров из Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Турции, Гагаузия на сегодняшний день в числе лидеров развития в Республике Молдова. У нас есть проблемы, но мы не жили и не живем 30 лет в грязи. Совершенно очевидно, что Шор не собирается развивать Гагаузию, и тем более развивать и сохранять гагаузский язык и культуру. У него на это нет ни средств, ни желания. Ему Гагаузия нужна не для этого, а как таран против Кишинева и плацдарм для свержения законной власти в Молдове. И если раньше политическая культура в Гагаузии предполагала конфликт с Кишиневым как элемент торга, то в руках Шора Гагаузия может превратиться в регион, находящийся в ситуации полной и перманентной конфронтации с Кишиневым. Шор пытается всех убедить, что Гагаузии не нужен Кишинев и партнеры по развитию. Он даст Гагаузии все, что ей нужно. Инвестиции и дешевый газ. Никто не сомневается в том, что Шор – мошенник и вор с большой буквы. Но за последние несколько лет международные партнеры вложили в Гагаузию миллиарды леев на ремонт и строительство дорог, школ, детских садов и больниц. Не говоря уже о том, сколько вложил сюда Кишинев через свои трансферты. Ни один вор, пусть даже самый талантливый, не может обеспечить такие инвестиции. Суть воровства не в созидании, а в разрушении. Те, кто верит в воров Робин Гудов, пусть задумается о том, что на чужом горе счастья не построишь. А что насчет христианских ценностей? Мы же вроде православные, ведь Божья заповедь запрещает присваивать себе чужое и пользоваться ворованным. Вы только представьте, кем себя возомнил этот вор и мошенник. Он считает себя мессией, который выведет гагаузский народ из грязи. Но Шор для своих сторонников, в том числе и в Гагаузии, не мессия, а обыкновенный денежный мешок, который щедро платит на выборах и на протестах. Этим своим заявлением Шор поставил под сомнение заслуги всех предыдущих башканов и в целом старания гагаузского народа за последние 30 лет. Мне кажется, что это подходящий момент для депутатов и гагаузского сообщества в целом вспомнить, что такое чувство собственного достоинства, и поставить на место этого социопата. Сколько бы ни платил Илон Шор, достоинство всегда дороже. Мне интересно, Шор вообще был в Гагаузии или ему просто про грязь в Гагаузии рассказала одна маникюрщица? Завтра будет заседание Народного собрания, где также будет рассматриваться вопрос утверждения состава исполнительного комитета Гагаузии. Из разных источников поступает информация о том, что Шор собирает митинг перед зданием Народного собрания и исполкома. Некоторые сообщения свидетельствуют о том, что за участие в митинге будут, как обычно, платить деньги. Более того, возможны физические атаки на депутатов Народного собрания. За это обещают дополнительную плату. Если для депутатов аргументы о будущем Гагаузии – это пустой звук, то пусть подумают о своем будущем, политическом я имею в виду. Как я уже говорил, Шору ни в коем случае не надо давать возможность укрепиться в Гагаузии. Он пока получил только должность башкана для своей табуретки, но еще не получил реальную власть. Реальную власть он получит после того, как утвердят предложенный им исполком, если утвердят. При этом Шору достаточно, чтобы утвердили хотя бы половину членов исполкома, как я уже говорил. Это даст ему возможность закрепиться формально и начать подминать под себя политические, экономические, административные и финансовые ресурсы в Гагаузии. Это позволит ему подготовиться к местным выборам и продвинуть своих примаров, если не во всех, то в большинстве населенных пунктов, используя те же методы заваливания деньгами и подкупа, которые он использовал на выборах башкана. Это усилит его позиции перед выборами в Народное собрание 2025 года. Более того, не факт, что Шор не спровоцирует досрочные выборы в НСГ. Этим он уже угрожает депутатам Народного собрания. По закону он не может распустить Народное собрание до апреля 2024 года, но после этого у него не будет никаких законных препятствий для этого, вернее, у его табуретки. Стиль и методы управления Шора показывают, что он не будет терпеть в Народном собрании независимых депутатов, а в примариях независимых примаров. Шор не хочет сотрудничать с независимыми, он требует полного подчинения и лояльности. Таким образом, он ломает схему, по которой привыкли работать гагаузские политики. Оставаться независимыми, создавая таким образом для себя место для маневра, для сотрудничества с разными политическими силами. Очевидно, что Шора это не устраивает, и у него достаточно ресурсов, чтобы завалить деньгами и продвинуть во власть безымянных политиков без жизненного и политического опыта, как это было на башканских выборах.
выборах. И тогда возникает вопрос, сколько депутатов из нынешнего состава Народного собрания смогут переизбраться как независимые, и если, конечно, они публично не поклянутся в верности Шору. Уважаемые депутаты, вы, конечно, можете поклясться в верности Шору и, возможно, обеспечить себе переизбрание, но тогда будьте готовы к тому, что вы будете рукопожатны только для Шора, и то через скайп. Депутаты и примары, задумывающиеся, как себя продать Шору повыгоднее, должны понимать, что они сотрудничают не с политиком и не с политической партией, а с лидером организованной преступной группы, требующим полной преданности и безоговорочного подчинения всем своим хотелкам. У меня вопрос к тем, кого Шор предложил в исполнительный комитет. Вы видите, как Шор унижает Гагаузию? Почему никто из вас до сих пор не вышел и не сказал, что не хочет в этом участвовать и не собирается быть инструментом для унижения Гагаузии? Вас ничего не смущает? Вы должны понимать, что вы будете работать под началом лидера ОПГ и в интересах ОПГ, а не Гагаузии. У меня вопрос к Михаилу Влахову, который называет себя патриотом Гагаузии, который еще недавно был против гастарбайтеров в органах власти Гагаузии, но сейчас встал в ряд с гастарбайтерами из Аргеева и Кишинева и ждет своего утверждения в исполком. Сколько стоит переобувание, Михаил? Если депутаты хотят сохранить Гагаузию и дать шанс своему политическому будущему, они ни в коем случае не должны утверждать этот исполком и должны предпринять все возможное, чтобы убрать Шора и его табуретку из гагаузской политики. Возможно, для этого им пригодится детально изучить процедуру импичмента Башкана. Утверждение исполкома Шора, пусть даже не в полном составе, дает ему возможность закрепиться в Гагаузии и дает ему возможность дальнейшего переформатирования политического поля автономии под себя в ущерб интересам Гагаузии и взаимоотношений с Кишиневым. Друзья, с вами был Михаил Серкили. Увидимся в пятницу в новом выпуске Nocta Live. До свидания.